В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Елена Лолуа. Здравствуйте. 25 лет назад, в ночь с 15 на 16 марта, началась военная операция по освобождению Сухума. Безуспешная. Драма, которая разыгралась по ту сторону фронта, до сих пор вызывает боль и скорбь. Казалось бы, все началось по плану. В час ночи штурмовые группы стали форсировать Гумисту и овладевать стратегически важными высотами близ Сухума. Отдельные группы добрались до города, но батальоны второго эшелона, которые должны были идти следом и развить дальнейшее наступление, остались на своих позициях. Артиллерия противника не дала поднять головы. Штурмовые отряды, состоящие в основном из молодых и бесстрашных воинов, оказались в окружении. Они выбирались с боями, отстреливались до последнего патрона. Нужно было остаться в живых, выбираться из окружения и выносить под шквальным обстрелом раненых друзей, идти через минные поля, через бурные потоки Гумисты. Среди причин неудачи наступления военные историки указывают на отсутствие боевой слаженности войск, на нехватку средств связи, на малодушие некоторых. Потери в мартовской операции были самыми большими за весь период войны. 222 погибших, сотни раненых, 23 бойца пропали без вести. Тела многих из них удалось найти только после войны. В эти дни в республике прошли памятные мероприятия. В Абхазской госфилармонии играл симфонический оркестр в память по погибшим в мартовской наступательной операции. Звучал реквием Моцарта. Начальник штаба медико-санитарного батальона в период Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Виктория Хашик, поделится своими воспоминаниями о тех трагических днях, о том, как удалось организовать эвакуацию раненых с поля боя. Интервью с ней смотрите чуть позже, а пока о других событиях недели. Убийство молодой женщины в центре Сухума всколыхнуло общественность. Убийцей 31-летней Гульгас Мамедовой оказался Виктор Джанба, с которым женщину связывал общий ребенок. В 2014 году у Гульгас Мамедовой и Виктора Джанба родился сын. Через год женщина обратилась к адвокату Инги Габилая с просьбой защитить ее права на ребенка. Дело дошло до суда. В июле 2015 года Сухумский городской суд вынес решение в пользу гражданки Мамедовой, удовлетворив ее исковое заявление об определении места жительства малолетнего ребенка. Он в любой момент мог забрать ребеночка. В основном они так приняли решение, что ребенок с пятницы по воскресенье на выходных днях, то есть когда он позвонит по любому первому его желанию, она ребеночка отдавала ему по месту его жительства. То есть она давала общаться с бабушками, с дедушками, с родственниками. Гульгас Мамедова была бесконфликтным человеком. Виктор Джанба явился в милицию с повинной. В отношении него прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». А между тем, в 2017 году совершено 910 преступлений различной степени тяжести. Раскрываемость составила 67%. Такие данные приведены на коллегии Генпрокуратуры Абхазии. В списке дел более 70 нарушений земельного законодательства, в частности, так называемое самовольное строительство и установка объектов на территориях общего пользования. Выявили нарушения, свидетельствующие о неэффективности работы в части контроля за использованием земель, предотвращении фактов самовольного строительства на всех стадиях. Следует отметить, что, несмотря на достаточно четкое нормативное определение контрольных функций, работа государственных органов находится на низком уровне. Вследствие того, результаты прокурорских проверок, по которым выявлено более 70 нарушений земельного законодательства. Возбуждено 4 уголовных дела, 40 дел об административных правонарушениях. Направлено 10 исковых заявлений в судебные органы о признании построек самовольными и их сносе. Под прицелом общественного внимания остаются 2 резонансных уголовных дела, касающиеся насилия над малолетними. Их совершили бывший сотрудник Государственной службы охраны Астамур Джопуа и композитор Валерий Чкадуа. Начальник следственного управления Генпрокуратуры Нона Смыр сообщила. В 2017 год органами следствия было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с преступлениями
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, где потерпевшими по этим делам являются несовершеннолетние. Все дела расследованы в сроки, направлены в суд для рассмотрения по существу. По некоторым из них уже есть приговора, вступившие в законную силу. По делам мы назначаем экспертизы и ждем очень длительное время. И в частности, вот по уголовному делу, по обвинению Джопа Астамура Северяновича в совершении изнасилования, на проведение экспертизы было поручено экспертным учреждением города Москвы. Результаты экспертизы были нами получены. Расследование по делу завершено. Дело направлено в суд. Хочу обратить внимание на одно уголовное дело. Это по обвинению ЧКАДО. Оно находится в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста. Назначены судебные экспертизы. Допрошен ряд свидетелей. Работа по этому делу продолжается. На этой неделе собственник завода по производству пластиковых труб Михаил Панов и его абхазские партнеры Роман Герия и Саид Лакоба встретились на площадке Арсмира, чтобы изложить свою версию конфликта, ставшего достоянием общественности. По условиям джентльменского соглашения Панов финансировал строительство завода по производству пластиковых труб, а его партнеры занимались административными вопросами, оформлением документов и налаживанием производства. Как говорится, и года не прошло, как Панов, по его признанию, потерял доверие к местным компаньонам, пожелал уволить местных сотрудников и даже демонтировать завод. Более того, Панов заявил о бессмысленности инвестирования в экономику Абхазии. А между тем, абхазские партнеры с доводами российского предпринимателя категорически не согласны. Ну какая может быть проверка, если вы выслушаете только одну из сторон? А с российской стороны вы ни с кем не обсудили. Ну какая может быть проверка? Пришли, посмотрели. Поэтому... То есть прокуратура с вами не встречалась? Нет, я был у вашего следователя. Послушайте. Я был у вашего следователя и пытался донести. Он мне вынес постановление. Я написал в прокуратуру генеральную, пожалуйста, еще раз. Я протестовал это решение следователя. Я получил официальную бумагу, что теперь они аннулировали прежние материалы следствия, и по этому поводу будет назначено новое доследование. Я платил деньги. Я исполнительный директор, я за все отвечал, за имущество, за безопасность, за людей, за кого я набрал, кого я привел. За все отвечал я, за обучение людей, все я нес ответственность. Все мы на блюдечке вот так ему преподнесли. Но когда он мне такое сказал, я говорю: Михаил Михайлович, говорю, эти люди, говорю, 5 лет, говорю, что это сам 6-й год с нами работает, говорю. За это время единственное предприятие, где не украли ни литр солярки, ни литр бензина, ни молоток, ни один инструмент не пропал у нас. За что я должен их выгонять? Первый международный форум некоммерческих организаций Абхазии на этой неделе собрал 15 общественных организаций республики, а также приглашенных экспертов из России и Армении. Участники встречи отмечали, что неправительственные организации являются важным и неотъемлемым элементом демократии и гражданского общества. По итогам форума было принято заявление, в котором представители НКО подтвердили свою приверженность принципам открытости и прозрачности в своей деятельности. Ориентиром для нас являются такие принципы демократического государства, как уважение прав человека, верховенство права, равенство всех перед законом, диалог в обществе по важным вопросам общественно-политического развития и другие демократические принципы, и подотчетность, и прозрачность, гражданский контроль, гражданское участие, свободные выборы, право граждан на доступ к информации и так далее. Уважаемые телезрители, возвращаемся к главной теме программы. 25 лет назад была предпринята попытка по освобождению Сухума. После кровопролитных боев 15-16 марта абхазские подразделения были вынуждены вернуться на исходные позиции. Начальник штаба медико-санитарного батальона в период Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Виктория Хашик поделится воспоминаниями о тех трагических днях. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. У войны не женское лицо, но тем не менее женщины грузино-абхазской войне принимали самое активное участие. Вы с первых дней войны на фронте. У вас были знания, понимание, как организовать эвакуацию, да, как обеспечивать вывоз раненых с поля боя, спасали людей. Я бы хотела поговорить конкретно о мартовском наступлении. Расскажите, как
медико-санитарная служба готовилась к этому сложному наступлению? В каждом подразделении были санинструктора. Первая помощь оказывалась на поле боя. Было рассчитано на само- и взаимопомощь. То есть в каждом подразделении было достаточное количество медикаментов, перевязочного материала для того, чтобы все могли оказывать друг другу помощь. Были подготовлены, солдаты были фактически подготовлены к этому. Следующий этап эвакуации, раненых с поля боя выносили сами бойцы подразделений, доставляли до санинструкторов. Санинструктора располагались в ближайших блиндажах к Гумисте. В самых ближайших блиндажах оказывалась первая медицинская помощь. Затем раненые транспортом доставлялись до эвакопунктов. Было развернуто несколько эвакопунктов: Нижняя Эшера, Верхняя Эшера эвакопункты. И своим санитарным транспортом. То есть санитарный транспорт находился на позициях, санитарный транспорт находился в эвакопунктах. Первая медицинская и первая врачебная помощь оказывались на эвакопунктах. Затем раненых транспортировали в госпиталя. Мы имели 2 госпиталя: Афонский и Гудаутский прифронтовые госпитали. С 18 марта функционировал санитарный поезд. Это было очень продуманное решение, так как время эвакуации до Афона сокращалось до 10-15 минут. С поля боя фактически до санитарного поезда минут 7-10, затем 10-15 минут до Афонского железнодорожного вокзала, где ждали уже подготовленные скорой помощи машины, которые развозили в госпиталь. Затем этот состав шел дальше с легко ранеными и с теми, кто мог доехать до Гудаут, в Гудаутский госпиталь. Виктория, вот когда первые раненые стали поступать? 16 марта утром. Первые раненые стали поступать 16 В каком количестве? марта Вот расскажите об этом утре. Я начну рассказ с ночи. Артподготовка началась вечером 15 марта. Сильнейшая артподготовка. Затем начался артобстрел. Одномоментно шла артподготовка и артобстрел позиции нашей армии. То есть в такой тяжелейшей обстановке нашим подразделениям пришлось идти в бой. При форсировании Гумисты уже с самого начала, с утра 16 марта, с 3-4 часов утра начали поступать первые раненые. Всего за мартовское наступление около 500 раненых было. Около 200 раненых, точнее около 180 человек попало в Афонский госпиталь. Помощь была госпитализирована и прооперирована около 100 человек, 99 человек. Из них за март, с мартовского наступления, из тех, кто поступил в Афонский госпиталь и был прооперирован, умер только 1 раненый. Остальные раненые шли, значит, пополам делились, значит, где-то человек 300 поступило в Гудаутский госпиталь. Основные ранения были полостные, затем очень много контузий было. Миновзрывные ранения были, основная масса была. Бойцам приходилось переходить холодную реку, и от переохлаждения тоже много утяжеляли. Все, кто перешел Гумисту, все были с переохлаждениями. Все. Это было полное, это утяжеляло ситуацию с ранеными. Вы можете назвать имена врачей, которые спасали жизни солдат? Это больше вопрос к госпиталю, допустим, Афонский госпиталь, были очень сильные бригады в Афонском госпитале, работали, возглавляемые, это все направление Аргун Лев Забетович возглавлял, санитарный поезд, Ачбалев Николаевич возглавлял санитарный поезд, в санитарном поезде участвовали Гунда Дженни, затем Тимур Кабба, в Афоне работал Аргун Вячеслав Забетович, хирурга.
как решалась проблема нехватки перевязочных материалов, расходных материалов? Откуда брались обезболивающие лекарства? Ведь это все нужно было иметь. У меня за все время войны ни разу не было проблем ни с перевязочным материалом, ни с противошоковыми, ни с какими медикаментами, ни с транспортом. С самого начала войны у меня проблем не было. Помимо того, что вам нужно было оказывать медицинскую помощь и психологическую помощь вам тоже нужно было оказывать. Скажите, вот в каком состоянии находились бойцы вот в эти дни? Помню 15 марта, как Мимозовую рощу и Валеру Авицба с пулеметом, переходившим Гумисту, собиравшимся в атаку, в бой на Гумисту. Он знал, за что он идет. То есть все знали, зачем они идут, конкретно ориентируясь в ситуации. И в том, что вернутся они или не вернутся, тоже ориентировались в том, что они знали, что они могут не прийти, не вернуться назад живыми. Просто они были настроены на победу. После провала этого наступления никто не пал духом, ни один человек не сказал, что у нас ничего не получится. Все знали, что это была подготовка к следующим операциям, воспринимали это как урок, как необходимость последующих наступлений по освобождению. Убитых переносили через речку? Сколько? В основном вот вы говорили, нет. 500 человек. Раненых. Раненых, да, убитых. Убитых в основном не перевозили. То есть многих убитых, во-первых, найти не могли. И сложности были с переносом через Гумисту, просто не было большого, скажем так, необходимости такой не было, потому что все знали, что они вернутся и найдут своих погибших. То есть вернутся и похоронят своих погибших. Не было. Тогда не было, мы не пили за погибших, скажем так. За столом никогда не пили, не поднимали за погибших. Все были живые. До того момента, пока не была освобождена Абхазия, погибшие были рядом с нами. Какие слова поддержки вы находили для бойцов? Некогда было. Некогда было. Это было не до того, чтобы кого-то как-то утешать или поддерживать. Представь себе толпу убегающих с позиций ребят, и ты не можешь их остановить. Ясно. Скажите, а вот по вашим наблюдениям мартовское наступление сильно отличается по подготовленности именно Да. вот вашей медицинской Да. службы с последним наступлением на По Сухум? медицинской службе подготовленность была одинаковая на всех наступлениях. Только отличается, что в последующие наступления, в июльское, в сентябрьское, нас проинформировали полностью о этапах наступления, о том, какие подразделения куда шли. То есть мы смогли более правильно организовать медицинскую службу. Скажите, вот когда идет поток раненых, да, и раненые совершенно все сложные практически были, как психологически к этому быть готовым? Либо вы относились к этому как к работе, вот, потому что нужно было с холодной головой все делать? Да, к этому надо было относиться отстраненно. Если ты думаешь, что будешь думать о том, что это твой близкий раненый лежит, ты не сможешь оказывать помощь, ты не сможешь уделить необходимое внимание нуждающимся раненым. То есть это все абстрагируешься от ситуации, полностью пытаешься абстрагироваться и только занимаешься конкретно потоком раненых, либо ситуацией, что ты получаешь, допустим, информацию, что количество раненых, организуешь транспорт санинструкторов, либо себя на место выноса раненых, затем транспортировка, сортировка и перевоз раненых, дальнейшая транспортировка по лечебным учреждениям. Когда поняли, что наступление захлебнулось, да. 16-го утром уже. Утром 16-го поняли, что наступление захлебнулось, потому что второй эшелон не смог подняться просто в помощь.
пойти дальше не смог Из-за артобстрелов? из-за артобстрела, из-за огня не смог подняться второй эшелон. Тогда поняли, что наступление захлебнулось. И затем днем уже был приказ о прекращении наступательной операции 16-го. Скажите, а кто-то из санитарной службы мог перейти на ту сторону или смысла в этом уже не было? Смысла в переходе конкретно девушкам, женщинам никакого не было. То есть я как начальник штаба приказа на переход Гумисты женщинам не отдавала, ориентируясь в том, что сама женщина, если будучи раненой или убитой, может оказаться в тягость подразделению, но с подразделением «Эвкалипт» санинструктор их Ирина Гацеридзе перешла Гумисту, показывала помощь раненым на другой стороне, но была убита, к сожалению, она погибла. Если был бы приказ Министерства обороны перехода всем, то есть и женщинам через Гумисту, я не сомневаюсь ни на секунду, что все мои санинструктора, девушки, женщины, медсестры перешли бы реку. Я ни секунды не сомневаюсь, что у меня в подразделении не было бы ни одного человека, который бы не перешел. То есть сдерживать их очень сложно было. Как вы набирали в свое подразделение медсестер? Добровольно. Да, приходили, в основном все приходили, одни добровольцы. Призыва медработников не было. То есть все, кто приходили, все приходили, добровольно приходили. И медсестер было квалифицированных очень мало. В основном были девочки, которые требовали подготовки. Требовалось необходимый уровень медицинской подготовки для них. Я с ними занималась. Перед январским наступлением доброволец с Эстонии приезжает, Каспар, привозит мне свою очень молодую супругу Ингрид Неделину. Говорит, что Вика, я хочу, чтобы она была с тобой. Вот как раз вопросу, он погиб в мартовском наступлении, он просто не вернулся. Она нашла потом его в республиканской больнице захороненным. Но она осталась с нами. То есть она на всю жизнь осталась, и этот человек остался с нами. Ей было 17 лет, 18, и привез на войну с собой. Ингрид Неделина, Шазина Джопуа, Юля Богателя. Это я начинаю со спортбазы. Затем дальше, выше, Инга Барциц, Виолетта Тамасян, Манан Адбар, Ира Таркил. То есть я всех вам имен сейчас сразу назвать не могу, потому что у нас воевали, были на фронте целыми семьями. Сестры Тыргбовцы, Саида и Катя Тыргба, Джопуовцы, Шазина и Таля Джопуа. Затем вверх пошли Надя Ашуба, Инга Габния. То есть сейчас за одну передачу назвать всех поименно очень сложно. За каждым ихним именем стоит подвиг. Вспоминать очень трудно, тяжело. Вспоминается, только моменты вспоминаются. Вспоминаются те моменты, как картинка. То есть все воспоминания идут не то, что ты помнишь все, что было, а именно, что всплывает только определенная картинка, ощущение этой картинки, то, что ты чувствовал в этот момент. Твои чувства в этот момент, когда ты это помнишь, когда ты это видишь. А что вы чувствовали? Я думаю, что все равно какой-то страх был. Какой-то страх был, потому что, во-первых, не знаешь, с чем ты сталкиваешься. То есть, когда ты конкретно знаешь ситуацию, когда ты в ней ориентируешься, а тут, когда ты ничего не знаешь, что тебя ожидает там дальше, то есть через 5 минут, что тебя ожидает, все равно я думаю, что какой-то страх, и не только у меня. Я думаю, что у всех это присутствовало в этот момент. Холодно было, очень холодно было. Ночью в марте было очень холодно. Зная, что ребята пойдут в Гумисту, то есть перейти это было практически, даже живым перейти просто. Само чувство перехода Гумисты. Я еще раз говорю, девочек еле сдерживали мы от перехода, еле. Все хотели перейти, все хотели пойти, все хотели помочь.
У бойцов были необходимый набор медицинских? Да. Да, были полностью подразделения, все были обеспечены полностью, начиная с командования каждого подразделения. Выдавалось, еще раз повторюсь, что у меня не было проблем с медицинским обеспечением. На первое время было у всех. То есть на каждого бойца было по ампуле обезболивающего, противошокового, и по перевязочному материалу на каждого бойца было рассчитано. Но на то, что часами, сутками они будут в холоде лежать и без оказания медицинской помощи, на это рассчитано мы не были вообще. Скажите, когда последний боец, тот, кто остался в живых, перешел обратно реку Гумиста? Там же в течение 2 дней все это, Дней, да, но они я думаю, возвращались. где-то числа 20-22. Я думаю, что в этих числах последний перешел. Они рассказывали, Очень скупо. Как Очень всё скупо было? рассказывали. то есть не хотели об Нет, этом говорить? нет, не хотели об этом. Вспоминать. Об этом никто не хотел рассказывать. Вот нам, журналистам, тоже немного сложно договариваться с ветеранами, особенно вот те, которые принимали активное участие в мартовском наступлении, о том, чтобы они поделились своими воспоминаниями. То есть очень сложно их уговорить прийти и поговорить на эту тему. Я думаю, что это все боль, страх и все-таки чувство победы. Все равно осталось. Не было пораженческих настроений, не было вообще. То есть это просто воспринималось как проигранный бой, но не как проигранное сражение. Последней битве за Сухум в сентябре, вот сентябрьская наступательная операция, это все было по-другому, вот по вашим ощущениям? Да, подготовка была, организационная подготовка была другая. Уже каждое подразделение знало конкретно свои задачи, и разведка работала очень хорошо, знали, что их ожидает. Каждое подразделение ориентировалось на то, что их ожидает и какие конкретно боевые действия оно будет вести на данном промежутке времени и на данной местности. То есть это было уже не ополчение, а профессиональная армия? Профессиональная армия, да. Нам необходимо Которая как раз, получила да, опыт, в том числе и в Январском. и Январская, и Мартовская, наступательная и операция Мартовская. Шромское наступление, все это Шубара, что первые наступления, это все было просто бои, скажем так. А это было уже выигранное сражение дальше. Виктория, как вы проводите вот эти дни? Я просто стараюсь абстрагироваться от этого всего. Потому что, скажем так, с нашими людьми, с нашими комбатантами не была проведена никакая психологическая реабилитация. Сразу после войны было очень много случаев и суицида, и смертей от наркотиков, от аварий сразу, первые несколько лет. Потерянное поколение. Поэтому, то есть, скажем так, что не все смогли психологически это перенести. Допустим, для меня, для того, чтобы это смогла перенести, это работа. То есть я знаю людей, которые именно что полностью вкладывают себя в работу, чтобы уйти от воспоминаний, уйти от той боли, которая все равно всех сопровождает. Хоть сегодня траурный день, но все равно победа была за нами. Даже наше поражение было победой. Виктория, вот на такой ноте я завершаю с вами беседу. Спасибо вам всем за победу, за то, что мы можем жить в мирной стране. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях была начальник штаба медико-санитарного батальона в период Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Виктория Хашик. Мы продолжаем выпуск. Суббота – последний день перед голосованием на выборах президента России объявлена днем тишины. Это когда запрещена любая форма агитации. Избирательные участки на территории Абхазии к выборам президента России готовы. Всего их 20. Проголосовать можно будет там, где удобно, с 8 до 20:00. Принять участие в выборах президента Российской Федерации могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии и достигшие 18-летнего возраста. При себе необходимо иметь действительный российский паспорт. Что касается избирателей с просроченными российскими паспортами, то они тоже смогут принять участие в выборах.
В настоящее время в Абхазии активным избирательным правом обладают более 90 тысяч российских граждан. В числе международных наблюдателей на избирательных участках будет работать и делегация от парламента Абхазии во главе с вице-спикером Саидом Харазием. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.